Ему нужны только деньги и власть. А власть такой же, как они. Многие казахстанцы утверждают и думают именно так. Однако боятся прихода к власти и правильного человека только люди с рабским сознанием, потому что в сознание этих людей к власти приходят люди, на которых они не влияют. И это понятно, потому что депутата вы не избираете, акимов назначают, спрашивая вас, судьи также назначает президент. Про независимые СМИ вы не знаете, голоса на выборах президента у вас воруют, с чем каждый раз вы соглашаетесь. Поэтому очевидно, что вы боитесь, что к власти придет такой же вор, как сегодня Назарбаев и Токаев. Это и есть позиция жертвы или рабское сознание. Почему на Западе демократия? Потому что там люди требовательные, активные и смелые. Вы можете себе представить, чтобы Париж переименовали в Макрон? Нет? Почему? Потому что народ этого не позволит никогда сделать, как и переписать Конституцию или перевести стрелку часов на час назад. Тоталитарные диктаторские режимы формируются только там, где народ молчит, где народ покорный и совсем согласен. В демократических странах народ активный и требовательный к власти. Там народ контролирует власть через выборы президента, судей, местных исполнительных органов. В западных странах народ постоянно высказывает свои требования властям через митинги, забастовки, различные акции. Поэтому, в отличие от покорных народов в диктаторских странах, свободный, смелый и требовательный народ никогда не даст никому узурпировать власть. Такой народ не будет молчать, если кто-то сделает свою семью неприкосновенной на законодательном уровне, как это сделал Назарбаев. Свободный народ не потерпит, если их будут грабить более 30 лет, как это делает сегодня Назарбаев и Токаев. Активный и требовательный народ не потерпит, если в Конституцию страны внесут 33 поправки, как это сделал Токаев. И тем более такой народ не потерпит массовых расстрелах мирных граждан в мирное время. Терпеливый и покорный же народ будет молчать и терпеть, при этом боясь, что к власти придет кто-то еще хуже, вспоминая прежнего диктатора или унылые времена Советского Союза. Разница между демократией и диктатурой – это народ. При диктатуре народ пассивен, труслив и покорен. При демократии народ активный и требовательный. Одним словом, живой, потому что демократия – это живой организм. К примеру, в Германии за 8 месяцев 2022 года прошло 4400 различных митингов против работы правительства. В Испании только за март 2022 года прошло 335 митингов. Поэтому и зарплаты, пенсии, пособий десятки раз больше ваших. Потому что народ этого требует. В среднем в Германии на 1000 рабочих приходится 18 дней забастовок. Наши же шахтеры и металлурги согласны работать за копейки и тихо умирать в бедности. Если вы думаете, что один раз в 5 лет сходили на выборы, которые у вас каждый раз крадут, что вы живете в демократическом обществе, надеясь, что у ставленников Токаева и Назарбаева проснется совесть в один прекрасный день, вы глубоко заблуждаетесь. Проснется совесть у них только тогда, когда вы этого потребуете. И не в комментариях в социальных сетях, а на площадях во время митингов. Только так, именно так двигаются все демократические страны. Они требуют, они терпят. На видео миллионы протестующих в Израиле, которые выходили каждую субботу против намерений премьера Нетаньяху починить себе судебную систему. А это Палестина, где народ не способен обеспечить себя питьевой водой, как и в некоторых регионах Казахстана. Теперь вспомните, сколько людей на площадях было, когда Токаев решил перевести стрелку часов на час назад. Вы до сих пор покорно встаете на час раньше по указке Токаева. Премьер-министра Финляндии народ заставил вернуть 24 тысячи евро за то, что она завтракала на государственные деньги. Назарбаев и Токаев имеют дворцы, заводы, фабрики, яхты, автомобили, миллиардные счета за рубежом. И вы, зная все это, терпите. Вы согласны с этим? В этом и есть разница между рабским сознанием и свободными людьми. Если завтра я или кто-либо другой попытается узурпировать или захватить власть, то народ встает и убирает такого человека из власти. Для свободного народа это не проблема. С такой проблемой сталкиваются только люди с рабским сознанием в диктаторских странах. Вы все еще боитесь меня? Или может вы боитесь, что на Казахстан нападет Россия или Китай? Будете жить в вечном страхе, бедности и нищете? Или будем просыпаться и начнем мыслить свободно?